Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Решил записать видео с обновками. Продолжаю активно готовиться к новому рыболовному сезону 2017. Запрет на рыбалку закончится с 15 июня. И пойдем уже ловить рыбу. Был приобретен спиннинг. Значит, Nova Bosco от Graphite Leader. Спиннинг я брал для ловли головля. Тест у спиннинга от 3 до 10 грамм. Значит, Bosco переводится с буржуйского как лес. Возможно, предназначен этот спиннинг для сложных условий ловли. Рыбачить планирую в большинстве случаев на реке Мокша. Мокша река такая, закоряженная, серьезная. Поэтому будем надеяться, что этот спиннинг нас не подведет. Спиннинг покупал я в магазине Spinning Line. Обошелся он мне во сколько? 10 760 рублей. Ну, чехол как чехол, обычный чехол, ребят. Значит, спиннинг довольно-таки качественный. Подробную информацию можно найти в интернете. На нем останавливаться не будем. Длина спиннинга там 1,93 м, по-моему. Тест 3,10 граммов. Значит, что еще было приобретено? Шнур с прошлого сезона подистаскался, поэтому в этот сезон начнем с новым шнуром. Значит, шнур японский, написано Sunline Super PE 8 ЛБ. На разрыв 4 килограмма. Тест у него. 150 метров. Намотаем новый шнур и будем рыбачить уже с новым шнуром. Со шнуром, я думаю, тоже все понятно. Убираем. Значит, перейдем к приманкам. Значит, честно говоря, делаю второй дубль. Снимал на зеркалку. Качество мне не понравилось. Поэтому воблеры новые, но коробочки уже вскрыты, потому что я их вскрыл 10 минут назад. Ну, давайте перейдем к воблерам, которые я приобрел, значит, новые в этом сезоне. Так, ну с чего начнем, наверное? Давайте начнем вот с этого. Воблер, значит, ZipBase, Hickory, SR, 34 миллиметра, 3,2 грамма с заглублением 0,6-1 метр. Воблер. Заказывал воблеры, значит, в разных интернет-магазинах. Конкретно этот воблер я выбирал в другой раскраске, но со мной связался менеджер, сказал уже после оплаты моего заказа, что в той окраске нет, и прислали мне вот в такой. Но я думаю, что он тоже будет хорошо ловить головля. Значит, будем в сторону убирать. Так, значит, на одной из рыбалок у меня случился отстрел приманки. Это был Рич 46. Кто следит за моими видео, тот знает. И в городе я не нашел их нигде. И заказал через интернет-магазин с Нижнего Новгорода, где я покупал 46-й риджик. Значит, воблер в такой же раскраске, как и отстрелился. Только единственное заглубление у него чуть поменьше. Но воблер тонущий. 46-й рич. Обалденно ловил окуня у меня. Поэтому постарался восстановить. Тоже убираем. Значит, у нас уже в городе, стараясь пополнить свой запас потерянными приманками, был только у нас в 56-м рич размере.
значит 56 миллиметров, 2,8 грамма, заглубление 0,5-1 метр. Значит, вот такой вот, думаю, тоже будет ловить на головля. Ну и по жереху тоже его попробуем побросать. Так, перейдем к следующему. Воблер от Pantone 21, Crack Jack. Это воблер, который мне в прошлом сезоне принес самого большого головля, которого я смог поймать. Это было на кило 300, по-моему. Решил еще один приобрести, маленечко в другой раскраске. На твичинговой проводочке очень хорошо отрыбачил у меня в конце уже сезона крупными головлями за килограмм и там по 700, по 800 грамм. Поэтому взял еще один. И воблеры от Pantone 21 очень приятны тем, что у них внутри в коробочках наклеечка, которыми можно украсить свои коробочки. Ну или какие-то другие вещи. Мелочь, но приятно. Тоже убираем в сторону. Значит, что еще? Значит, буквально вчера был приобретен чабик в 38 размере. Значит, 4 грамма он весит. Вот ценник остался 860 рублей. Значит, у меня есть чабики, но я вот решил взять в черном цвете. Вот такой вот. Значит, я думаю, что тоже голавлик макшанский оценит. Ну, чабики это легенда там. Ну, я не знаю, у кого-то они ловят, у кого-то они не ловят. Намокши ловят, ребята. Так, что у нас еще? Так, что-то потерялся один воблер где-то. Вот же он у меня перед глазами лежит. Значит, воблеры, вот эти, ну давайте вот такой еще покажу. Значит, воблер Мегабас, Бэби Грифон, Ария тема, значит, для форели. Но форелевой рыбалкой я не увлекаюсь. Один раз были с товарищем там, но пока это не мое, там, не знаю, я решил головля пробовать на него ловить. И это единственный воблер в моей коробочке, который оснащен безбородыми одинарными крючками. Ну, посмотрим потом, может быть, дорасту до того, что на всех воблерах поменяю крючки, чтобы менее травмировать рыбу. Стараюсь рыбу отпускать в большем ее случае. Значит, решил взять вот такой оранжевый. Покажем его тоже макшанскому головлю. Цена воблера вот, на коробочке 1205 рублей, ребята, стоит. Так, тоже убираем в сторону. Значит, что? Вот бюджетный воблер из всех, что здесь есть, это Atuma Chip SR, значит, 40 миллиметров, 3,75 грамма с заглублением 0,5 метра. 370 рублей он стоит. Остальные воблеры, которые я вам сейчас показываю, стоят в 2, а то и в 3 раза дороже. Но, тем не менее, этот воблер тоже неплохо ловит головля, езя там, я не знаю. У других рыболовов я еще пока не знаю. Мы с вами тоже это все проверим на реке Мокши. Так, что у нас еще из новенького, ребята? Так, вот воблеры, так, вот здесь еще есть, но сейчас к ним тоже дойдем. Вот воблеры, которые я вам показывал, я их посмотрел на каналах у других ребят, у других рыбаков, которые на них ловят. И тоже пополнил себе арсенал такими воблерами. А вот эти воблеры я ни у кого не видел ни разу, чтобы на них кто-то рыбачил. Я на них наткнулся в интернет-магазине. Это воблеры, значит, от Сакуры. Называется Not Bug. Баг, глюк, да, там. Значит, они у меня в двух исполнениях. Один вот под какого-то осу, там, под шершня, а один под жука. Сейчас я их достану, ребята. Посмотрим. Значит, они, значит, 35 миллиметров, 3,2 грамма.
плавающие, с заглублением максимальным до 30 сантиметров. У них нету лопастей, они безлопастные, но у них есть лапки резиновые, вот такие подвижные. Этими приманками рекомендуется ловить не на струе, а забрасывать их под кусты в затишках, где слабое течение. Рыба должна реагировать на плюх. Да, если она не отреагировала, то уже подтягивать воблер к себе. И эти лапки будут создавать волнение на воде. И рыба не сможет устоять и сожрет вот этого жука. Но это все пока теория, ребята. Посмотрим, как это будет на практике. Обязательно порыбачим, покажем вот это чудо макшанскому головлю, езю. И посмотрим, я думаю, должно понравиться. По крайней мере, мне понравилось. Будем пробовать. Так, отодвигаем это в сторону. Значит, давайте вот перейдем вот к таким тоже интересным приманкам. Это handmade, воблеры ручной работы от двух разных мастеров. Значит, в конце прошлого сезона я сначала вот заказал вот такой вот воблер. Это пензенский мастер делает, Сергей Зябликов. Воблер ручной работы, у него металлическая лопатка, она более устойчива к стиранию, там об камни, там еще где-то что-то, да, ее можно по утверждению мастера подгибать и регулировать на свое усмотрение там, да. Вот такой вот воблер, ребята, он мне обошелся с пересылкой в 450 рублей, по-моему, с Пензы. Вот такой вот воблерочек. Еще на него не рыбачил, будем пробовать, тестировать вместе с вами. И воблер тоже ручной работы. Значит, на этот воблер я тоже наткнулся в интернет-магазине. Это Максим Замолотов делает вот такие воблеры. Воблер плавающий, СР-ка, цвет олива, сделан из бальсы. Значит, мастер продает эти воблеры без тройников, как написано, для того, чтобы не удорожать стоимость приманки. Тройнички я уже повесил сюда сам. Овнер, по-моему, 14 размер. Посмотрим. Посмотрим. Приманка без тройничков обошлась мне, по-моему, в 650 рублей. Будем тоже вместе с вами экспериментировать. Так, ну, по маленьким приманочкам все. И, значит, воблер Юзури Эль Миноу, значит, 7 грамм весит, тонущий. В 66 размере у меня воблера никогда не было, я на такой воблер никогда не рыбачил. У меня есть воблер в 44 размере, очень хорошо себя зарекомендовал в прошлом году по изю конкретно, хорошо ловил. И также к новым приманкам вот у меня можно отнести в 33 размере юзурик. Вот такой вот. Все говорят, что такая раскраска очень перспективная, но в 44 размере мне не удалось найти такую раскраску. 66-й взял, будем ловить щуку, пробовать, окуня котлового доставать, может быть там где-то на Волге побросаем, если будем. Будем пробовать, ребята. Папка вот этих воблеров. Посмотрим, на что он способен. Это воблеры конкретно в коробочках, которые я еще не разложил по рыболовным коробкам. А так, в принципе, были еще закуплены воблера. В прошлом сезоне хорошо себя зарекомендовали гипнозики. Но в магазине у нас диповых не было, а тут я на них наткнулся и взял пару штук тоже гипнозики. Вот такие вот. Думаю, что опять же будут они очень эффективно ловить головля. Ловил преимущественно со струной в прошлом сезоне, потому что щучка отрезала у меня воблеры пару раз, и я в флюорокарбону неохотно верю. И решил вот в этом сезоне попробовать, вот взял что-то в магазине вольфрамовые поводочки 15 сантиметров, диаметр 0,25,
5 штучек их здесь. Написано, что это США все это делает дело. Посмотрим, попробуем, поэкспериментируем с такими поводками. Значит, наткнулся еще на такую снасть, как поплопопер, ребята. Рыбалка на него очень интересная, довольно-таки эффективная. Прошелся у нас по городу, во все магазины, что у нас есть. Спросил поплопопер, надо мной все посмеялись, что за фигня, какой поплопопер еще, ребята. Вот такая вот снасть, сам поплопопер, от него поводок. Изначально вот такой вот идет на крючке искусственный опарыш. Но, значит, поводок можно удлинять и насаживать живого опарыша сюда, и очень хорошо ловится. И уклейка, и плотва, и карася ловят. Ну, любую рыбу будет это все ловить. Забрасываем, делаем бульк на воде, опарыш начинает медленно оседать в толще воды, и его рыбка хватает. Очень эффективная приманочка, нужно попробовать, будет тоже порыбачить, руки пока не дошли. Есть, значит, беленький вот такой у меня, и в машине лежит желтый, ну, в желтеньком, значит, исполнении. Тоже будем пробовать. Так, значит, было очень много чего приобретено к сезону из экипировки. Остановился я на, значит, на фирме Norfen, значит, костюм, там футболки будем одевать, там все это, кепки. И были приобретены, пока вот новые лежат, вот перчаточки вот такие. Зачастую в кадре вы видите только мои руки с катушкой, со спиннингом. Теперь будут вот в таких перчатках. Так, ну что, подготовка к рыбалке не обошлась и без друга из Китая, дорогие мои друзья. Значит, по мелочевке там шлет. Значит, вот такая вот полезная вещь, пружинка вот такая. Я ее к телефону смонтировал, и другие какие-то принадлежности у меня на таких пружинках находятся, да, страховочных. В прошлом сезоне при посадке в лодку я уронил телефон, который, естественно, пришел в негодность. После чего я принял решение телефон купить IP68, у него защита, он водонепроницаемый, пылезащитный, там противоударный, Sensate называется. Но единственный минус, ребята, у него, он не плавающий, то бишь он просто уйдет на дно. И поэтому, чтобы исключить этот момент, вот такая вот пружинка, я его цепляю за бегунок на кармане и телефон кладу в карман. У меня уже, я ходил на речку, поймал тут рыбку, хотел ее сфотографировать, подскользнулся, телефон у меня выпал, упал в грязь, но не скатился в воду, пружинка помогла. Телефон я потом помыл в раковине под краном, действительно не промокает. Очень удобная вещь. И также друг из Китая прислал вот такую вот вещь. Это счетчик моточасов на мотор, на лодочный. Те, кто следит за моим каналом, знают, что я приобрел Suzuki 9.9, уже успешно его раздушили мы до 15 лошадиных сил, все обкатали, протестировали, но единственный друг из Китая вот опоздал, так скажем, вот с этим девайсом, и мы его вместе с вами в ближайшее время установим, снимем тоже про это видосик небольшой, как все это устанавливается. Ну, наверное, и все. Надеюсь, я не затянул. Вот так вот готовлюсь активно. Все вместе с вами мы это будем дело тестировать. Покажем все эти приманки макшанским рыбкам. Как они будут клевать у нас, посмотрим. Так что подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх, вниз, если вам было неинтересно. И до новых встреч, друзья!